Изящество, утонченность и возвышенность. Балет – это одно из самых выразительных и эмоциональных искусств. Он сопровождает нас весьма грациозными движениями и воздушным плаванием по сцене. Здравствуйте! Сегодня я в рамках нашего проекта испытаю на себе одну из самых красивейших профессий в мире. Это артист балета. И в этом мне поможет преподаватель Якутской школы балета Жанна Попова. Жанна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну давайте для начала окунемся в ваш мир. Вот как вы стали преподавателем в таком юном возрасте? Ну, во-первых, указом первого президента наша школа была создана в 1995 году, но я поступила в это училище тогда еще в 2008 году. Тогда педагоги училища набирали и ходили по школам. И вот меня заметила наша преподаватель и выбрала меня. А сколько лет вам было тогда? Мне было 9. 9 лет? 9 лет. То есть тогда вас выбирали? Прям Да. по школам ходили, выбирали? Выбирали, да. А помнишь ли ты свой первый кастинг? Вот что было для того, чтобы нужно было попасть вот в эти счастливчики? Да. Так, раньше наш кастинг проходил в 3 тура. Первый тур – это осмотр физических данных, второй – это еще более строгий осмотр, и третий тур – это медицинский. Если, например, ребенок сложен физически очень хорошо, но проблемы со здоровьем, мы, к сожалению, таких детей не берем. Ты, наверное, попав сюда, столкнулась с первыми сложностями. Вот интересно, для юной балерины самые главные вот такие сложные моменты – это что? Конечно же, дисциплина. Это да? стоять долго, на протяжении часа, практически у станка, все время думать над работой своих мышц. Хочется вроде бы и поиграть, и побегать, но все время нужно думать о... Потому что мы поступаем сюда влюбленные в профессию уже, мы мечтаем стать артистками балета, поэтому все равно вот эта вот мечта и цель все равно нас направляет и дисциплинирует еще больше. То есть ты уже 8 лет мечтала стать артисткой балета? Да. Или ты уже знала о балете, ты смотрела, ты видела, понимала все, да? Очень интересно. А помнишь ли ты, может быть, кто тебе привил эту любовь к балету? Может быть, смотрела с бабушкой или как? Вообще я до балета, до поступления занималась в цирке. Все равно выступать для меня было это самое такое важное для меня. Я любила аплодисменты, я любила внимание, но поняла, что все-таки женственность и красота для девочки, для девушки это очень важно, поэтому моя мама тоже, мы с мамой поговорили, мама меня, можно сказать, привела к тому, что нужно попробовать. И вот первый год я вообще не думала стать балериной, но мне нравилось это, поэтому благодаря первому педагогу, вот этими ее стараниями. Атмосфера, да. То есть не было такого, что вот прям плачешь, не хочу уйти, Нет, такого не было. Жанна, а давай теперь поговорим о том, как все-таки обучаются ваши воспитанники сегодня, да, в Якутской балетной школе, потому что очень интересно, изучаете ли вы математику, русский, да, английский, то есть и как вы совмещаете это все с тренировками, и вообще, есть ли возможность проживать здесь в вашей школе? Расскажи немного об этом. Обучение у нас интегрированное, это получается общеобразовательные предметы и специальные предметы, то есть балет, гимнастика, это входит все в одну нашу школу. То есть с утра до практически вечера наши учащиеся занимаются и учатся здесь. Живут улусники в общежитии. Есть общежитие, да? Да, есть общежитие. А с какого класса можно к вам поступать? Поступают сейчас по-разному. Кто-то в 1 набираем, например, в следующий год можем набрать вообще в 4 класс, либо в 3. А бывает добор, да? Да, доборы идут каждый год и круглый год, в течение года смотрим. То есть обучаетесь вы до 11 класса? Получается, мы обучаемся до 9 класса, после 9 идут 3 курса, и наши студенты заканчивают уже с дипломом. То есть вот так, очень удобно. Да. То есть уже дипломированный специалист, который может трудоустроиться в любой театр мира. И вот работать. Здорово. Ну а сегодня ты преподаешь маленьким деткам, да? Да. Теперь ты уже преподаватель. Завязала ли ты свои вот карьеры в плане выступления на сцене? К сожалению, я получила травму после выпуска, и мне наш директор предложила попробовать педагогическую деятельность, на что я согласилась с радостью.
и вот продолжаю уже работать. Хорошо, а каким ребенком должен быть вот будущий артист балета? Потому что очень интересно, сейчас родители многие, допустим, смотрят и говорят, хочу, чтобы мой ребенок учился именно в этой школе. Вот все-таки должны быть это, может быть, усердные дети, дисциплинированные, или в принципе любого ребенка можно приобщить к этому искусству? Можно приобщить любого ребенка. К нам поступают очень зажатые, очень скромненькие, тихие дети, и наоборот яркие, которые хотят показать себя на первом же уроке, показывать свои лидерские качества. Мне кажется, с вот таким вот напором дети добиваются большего, больших успехов. То есть более целеустремленные такие, да, которые приходят с конкретной целью, да? Отлично, но я уже хочу окунуться в ваш мир, в мир балета. Мне прям очень интересно все, начиная от вашего рациона питания, заканчивая вот именно вашими тренировками, и я прям уже горю желанием. Я с удовольствием вам помогу, и пойдемте переоденемся. Испытано на себе. Мы готовы приступить к нашему занятию. Для начала, Жан, что будем делать? Мы начнем такие базовые упражнения для выработки натянутости ног. Это одно из важных умений артиста балета – натягивать ногу. У нас есть разные предметы. Это классический танец, гимнастика, ритмика, импровизация, народно-сценический танец, историко-бытовой танец и дуэтный классический танец. Программа обширная. Обширная, да. Да. И вот гимнастика, наверное, это основа основ, да? Да. И вот сейчас мы начнем делать упражнения для выработки стопы, силы натянутости и для выворотности. Давайте мы с вами сейчас следим за спиной. Ручки можно поставить в сторону на пальчики, да, не упираясь на таз. Все время подтянутое положение корпуса. И попытаться натянуть пальцы до пола. До пола? До пола. Это ж через сколько лет к вам приходит это? До пола у меня еще очень много, да? А теперь сократили стопы так, чтобы у нас пяточки оторвались от пола. Снова натянуть. И можно чередовать, например, правая, левая, правая, левая. Теперь давайте раскроем ножки. В первую позицию закрыли. В первую закрыли. Следим за коленками, чтобы они были все время натянуты, да? И начинаем вращать стоп в одну сторону и в другую сторону. Опять же следим за спиной. Совсем надо следить. Вот знаете, 5 минут уже, ноги уже вот здесь, все напряглось, мышцы. Да. И правда говорят, что у артиста балета огромнейшая нагрузка. Это только со сцены кажется, да, что это все так воздушно, что вот вы прям летаете, парите на сцене. На самом деле это огромная физическая нагрузка на все виды мышц, которые есть в организме. Да? Вот даже сейчас спинку держи, ручки держи, ноги крути, а вообще очень все вот напряженно. Хорошо. Хорошо, давайте сейчас вот у балерины должны быть натянутые ножки, и можно заметить, что коленки у балерины провалены вниз, то есть коленки не торчат. Они наоборот провалены. И вот я вначале сказала, чтобы пяточки были оторваны, это для того, чтобы прямо зафиксировать натянутость колена. И попробуйте сейчас достать ручками и натянуть носки на себя. Ой, мамочки, как больно. Все болит. Да, вот здесь чувствуете, болит. да, Да, все да, да. тянется, натягивается. И вот так ежедневно наши маленькие детишки, мальчики, девочки сидят по 45 минут каждый день и учатся тянуть ножки свои. Только благодаря этим основам они уже встают к станку. Вот так, да? Это вот основа основ. А как есть, может быть, какие-то советы по поводу вот осанки? Ведь это же тоже немаловажная часть. Ну, осанку-то мы все, конечно, бережем, они вот именно заботимся, да, часто обращаем на это внимание. А вот у балерин, наверное, может быть, есть свои какие-то лайфхаки, советы, вот как? Или это уже происходит у вас просто на автомате? На автомате. Я вот думала о чем, как же рассказать, и поняла, что мы
сами вот сейчас, педагоги, мы никогда не думаем о том, чтобы держать спину. Это уже происходит на автомате. Но детям мы объясняем это так. Значит, у нас есть позвоночник. Порой бывает, что дети вообще не знают анатомию человека. Поэтому особенно дети, которые приезжают из улусов, которые плохо говорят на русском языке, им нужно объяснять это все как маленьким детям. Досконально. Вот, например, балет – это тактильный вид искусства, поэтому педагог должен подходить, исправлять и прямо дать понять, что именно вот эта часть тела должна развернуться, встать на место правильно. И вот только благодаря тактильности дети начинают понимать и уже держать. Вот это вот вы сказали основа основ, да, чтобы тянулись носочки. А бывает такое, что вот никогда они вот так не вытянутся, как у вас? Или Ну это вот, невозможно? Мы же набираем детей по критериям, и когда мы набираем детей, мы смотрим, давим, ставим оценки в бланке. И если у ребенка нету стопы, но есть все другие данные, например, гибкость, шпагат, мы, конечно же, можем взять ребенка, но на испытательный срок. То есть гибкость ног – это основа? Это основа, потому что балерина, например, девочка, для девочки это очень важно. Конечно же, мальчикам можно сделать скидочку, а девочкам нужно строго, потому что мы будем стоять, танцевать всю жизнь на своих пальцах. Поэтому это очень важно. Поэтому мы делаем разные упражнения. Например, сейчас мы возьмем ножку к себе и начнем потихонечку давить пальцы, но следим за тем, чтобы мы не косили, да? У нас есть такой термин «стопа птичка». Как, например, вот мы сидим, просто тянем грубо вперед, но мы должны тянуть их вот туда. Еще и в стороны, да? В стороны, да. Чтобы у нас была красивая стопа птичка. Стопа птичка. Да, терминология такая, балетная, да? Да. А вот сегодня охотно в балет идут мальчики или девочки? Ведь мы знаем из истории балета, что раньше в балет принимались только мужчины, и только лишь там спустя, по-моему, около 2 веков стали танцевать девушки. Да. А сейчас как у нас Сейчас обстоят дела? к нам, конечно же, идут на просмотры, на кастинги, на прослушивание, в основном только девочки. Но есть, конечно же, мальчики, которые хотят танцевать, и у которых даже хорошие данные в последнее время начали, да, мальчики мягкие идти, которые хотят прям танцевать. Это очень радует нас. Да. Ну, а если взять совокупности, то девчонок все-таки больше? Больше, да, всегда больше. Всегда больше. Так что, мальчики дорогие, хотите, приходите, да? Вы здесь будете прям востребованы. Но главное, чтобы у вас были птички. Красивые стопки. Красивые стопки. Хорошо, но я думаю, самое время перейти к станку, потому что там есть тоже много чего увлекательного. Испытано на себе. Самое важное для балета – это, конечно же, постановка корпуса. Давайте повернемся к станку. Возьмем 6-ю позицию ног. Это что? 6-я позиция ног – это ножки вместе. Стоим, проверяем корпус. Мы должны стоять точно на 2 ногах. Ручки должны лежать свободно, мы не должны цепляться за станок. И макушкой своей головы тянуться все время наверх, подтягиваясь на ногах. Следующая, да, позиция ног – это первая. Раскрыть носочки в сторону. И важно в этой позиции, да, не заваливать стопу на большой палец. То есть мы должны стоять на всех 5 пальцах и делать упор на всю стопу свою. Тоже должны следить за корпусом. Давайте я на вашем примере исправлю, да, кое-какие ошибки. Лопаточки должны плотно прилегать к спине. То есть некоторые дети делают ошибку, собирая вот так вот лопатки, туда-назад, да? и поэтому идет уже искривление
спины. То есть плотно прижать, подтягиваемся за макушечку, да. Животик подтянуть, не надувая грудь. Мгм. Коленочки должны быть, постараться вывернуть коленки за стопами. Ага, конечно. Такого, Так. это практически И нереально. смотрите, следим за положением рук. Пальцы должны быть собраны, расстояние должно быть одна кисть. Вот так, то есть не вот так. Да. Как все сложно, это за всем следи. Да. За макушкой, за лопаточками, за животиком, за пальчиками, за ручками. Это Ага. И очень большое время мы прилагаем вот именно к постановке нашего корпуса. Прямо целыми уроками иногда стоят дети, чтобы правильно стоять, потому что это самое важное, что есть в балете. Если мы неправильно поставим корпус, то дальнейшее изучение балета это уже будет мешать. То есть вот эта постановка ног, это все теория, это все Да. позже придет, а самое главное поставить корпус. Очень интересно. А вот потом растяжка. Я вот видела, что вы все там ножки вот поднимаете, у вас все это. Растяжка примерно к какому году обучения у ребенка уже может быть? Поднятие ног. С 1-5 класса. Это получается, например, если ребенок поступил в 1 класс, до 4 класса он занимается в основном на полу, то с 5 класса уже начинаются вот эти вот сложные движения, прям основные балетные движения. Это только с 5 класса. С 1-5. То есть 1 год обучения, 5 класс обычный. Очень интересно. То есть сейчас пробовать нам даже можно и не пробовать, Мы это можем нереально. не пробовать, а можем и попробовать. Давайте постараемся поставить правую ножку в сторону, на станочек. Ага. Аккуратненько. Ой, мамочки, ой, получилось. Теперь исправляйте все, Вот что так неправильно. Опорную ножку давайте поставим выворотно, так как мы всегда следим за выворотностью наших ног. Следим опять же за рукой. ручкой. Постараемся ножку взять, вернуть в бедро. О, боже мой. Следим за правильностью, да, спины. Опорную ножку, коленку дотянуть. И наш самый главный подъемчик, взъем. Постараться пальцами достать до станочка. Конечно, постараться, ключевая фраза постараться. Все болит, здесь все болит, тут все тянет, тут все тянет. Вы знаете, даже судорога на ноге произошла, вот здесь на левой стопе судорогой свело. Вот вы представляете, насколько все прям работает, да? А еще я слышала о том, что у вас болевой порог какой-то невероятный у балерин. То есть вы боль может не прочувствовать. Одна известная балерина на одном из выступлений сломала ногу в 3 местах, но при этом закончила свою партию и выполнила ее на ура. Вот, то есть такое бывает, что можно сломать и не почувствовать? Ну, я, наверное, склонюсь к тому, что это все-таки приукрашенная история, но очень часто бывает, что появляются у нас мозоли на ногах, прямо до крови, прямо во время выступления. Мы, конечно же, это терпим. Мы же не можем во время выступления, когда зрители на нас смотрят, мы не можем отойти в сторону, нам нужно обязательно закончить свою партию до конца, весь балет, сделать поклон, уйти в гримерку и только потом снять обувь и посмотреть, что вся нога в крови. Ну, терпеть надо. Терпеть надо. А вы чувствуете эту боль или со временем вы уже просто к ней привыкаете? Мы привыкаем. Привыкаете, да? Очень интересно. Но я вот, кстати говоря, когда готовилась к этим съемкам, я подумала, что вот так ногу поставить я точно не смогу. Оказывается, смогла, значит, не все так плохо. Но хотелось бы отметить, что дается это, конечно, нелегко. И глядя даже просто вот на Жанну, все время хочется поправить осанку, хочется вот так прямо стоять. Просто вот от того, что рядом находишься с человеком, и у тебя сразу автоматически как-то тело подтягивается. Это, наверное, и есть волшебство вот балетного искусства. Испытано на себе. У многих ценителей балета, конечно, это искусство ассоциируется с балетными туфельками. И это те самые пуанты, да? Ну и, конечно, еще балетная пачка. Ну, балерина – это что, пуанты и пачка, да? Вот давайте поговорим об этих уникальных туфельках, да? Какими они должны быть и как вы выбираете вообще их? На данном примере это бренд американский.
Гейнер Линден называется. Он сделан из пластика. То есть он прослужит нам целый год. Я где-то читала о том, что за выступление бывает, да, солистка балета, да, может полностью вот просто уничтожить одни пуанты, вот они потрескаются, порвутся, все. Это правда? Это правда. Это зависит от большого подъема балерины. И, например, вот если она наденет пластиковые пуанты, она сможет станцевать, наверное, в двух, даже в двух. А вот российского бренда Гришко, они сделаны из гипса, они быстро Рассыпаются. Да, рассыпаются, поэтому от больших нагрузок, потому что балерина же скачет на пуантах, прыгает на пальцах, вертится, поэтому, да, пуанты может поменять она, если За это- одно выступление. Да. Ну а так в среднем ваши ученики меняют их как часто? Вот в течение учебного года. Пластик, говорите, хватает, да? Хватает на год, да. На год. Но зависит от того, что, может быть, он и прослужит долго, но он, к сожалению, вот здесь может порваться, Треснуть, да? треснуть, да. Ну, в общем, это пластиковые. Бывают еще гипсовые, и все, других Да. не бывает. То есть деревянных пуантов не бывает. Хорошо, ну давайте попробуем, да? А вот сразу возникает опять же вопрос. В каком возрасте детишки ваши уже встают свободно на пуанты? Так же, как и они переходят в 1-5 класс, тогда они Это туго начинают- должно быть, да? Да. Вот так я вижу, вы делаете. Ну, здесь все понятно, да? А бывает левая или правая пуанта? Да, бывает, отличается, конечно же, потому что как прилегает носок, и, ну, должно быть удобно балерине. А в смысле, а подписано не бывает лево-право? То есть она под тебя подстраивается или как? Вот. Да, вначале подстраивается, но чтобы все равно долго не мучиться, обычно, да, ученицы подписывают. А я сейчас правильно, интересно, назвала или нет? Так, вы, кажется, нет. Сейчас должна быть. Все понятно. Не будет птичек у меня, да? Надо все правильно делать. Можно вот ориентироваться по вот этой вот натертости, да? Это значит, она должна быть с внешней стороны. Да. Отлично. А пуанты, они вот всегда бывают только в этом цвете, да? Нет, они бывают черного цвета и красного, зависит от партии, которые исполняют, да, наши артисты. А вот если вспоминать вашу профессиональную деятельность, помнишь ли ты свою лучшую роль, за которой вот прям ты прям была счастлива и прям поняла, что ты настоящая балерина? Может быть, первая, может быть, самая серьезная, может быть, самая, не знаю, любимая. Есть такое? Я не назову это сольной партией. Это был выход в спектакле «Байдерка», где есть акт теней. Это кардебалет, самый сложный, мне кажется, за всю историю больших балетов, часть кардебалета, где 16, даже больше, 24 балерины выходят со сцены, вот с кулис точнее, и исполняют одинаково сложные движения. Вот это вот запомнилось Очень сложно. мне больше всего. Больше да. всего запомнилось, да? И самое любимое. Ну а мы вот видим же сейчас очень много в кинематографе, да, балетное искусство сейчас восхваляют, да, и там вот прям очень часто показывают борьбу, ну то есть между артистками, то есть как будто бы дружбы не бывает, здесь вот все, каждый рвется за главные роли, здесь все время накал страстей, всегда хочется быть лучше, чтобы тебя заметили, увидели на сцене, чтобы ты блистала больше. Так и есть сейчас, или все-таки это все просто немножечко преувеличено? Это преувеличено, так как у нас основной состав труппы нашего театра – это выпускники одного учебного заведения. Мы все друг друга знаем прекрасно, мы все обучились у одного педагога, можно сказать, воспитателя, учителя. Мы прошли через одно, поэтому мы дружим, всегда поддерживаем, на все спектакли ходим.
и радуемся друг за друга. То есть дружба среди балерин, она, конечно же, есть. Есть, да. Есть. Так, ну что, вот уже пальцы куда-то не туда смотрят, все как-то очень неудобно, все очень твердо. Вставать-то как на них? Давайте подойдем к станку. Подождите, как идти? Ой, мамочки. То есть, а вот ногти упираются, это так должно быть, да? Ну, пуанты должны прилегать плотно. А, боже мой. Плотно-то плотно. Но я пальцем большим упираюсь, так и должно быть? Ну, возможно, у вас вот это пуанты маленькие. Да? Так, ну, они идут в размер, да? Да. Так, ну а по уму, если я вот в таком положении, да, нахожусь, то не должно быть, да, ощущений? Да, Нет, должно быть. а левая нога ощущает чуть-чуть, а правая нет. Ну, я думаю, сейчас я все вам покажу. Итак, Давайте для начала сделаем такие вот простые движения. Почувствуем, да, как мы пальцами давим на пятачок. Мы называем это пятачок. Мгм. Одну ногу, другую ногу. И давайте уже попробуем за 2 руки попробовать встать на пуант. это просто делается так. Ой, ой, как Аккуратненько, больно. Да, держите. Больно же, товарищи, там большой палец просто сходит с ума. Так, ну-ка, дубль 2. Мгм. Ой, мама. Так, походите Ой, аккуратно. больно как. Очень больно. И сразу судорога сводит опять. Ну вот это вот неподготовленность, Да, 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 ненатянутость, да, да. То, что мы с малых лет натягиваем, это мне, например, не больно вставать. Сколько часов вы так можете простоять? Ну, я не знаю. Ноги, конечно же, затекают, но мы можем, например, если балет длится 3 часа, мы можем от начала до конца в них быть. Удивительные вещи, конечно. Тут даже секунды не простоишь. Но я все равно в рамках проекта должна еще раз попробовать это. Так, Почувствуйте. пару секунд все прочувствовалось. Так, это вот, знаете, болит большой палец, ну потому что он в полном шоке, да, и мелкие пальцы сразу заводят судорогой. Это от того, что вот стопа не привыкшая. Не привыкшая. Очень уникальная вещь, конечно, даже просто находиться в этих туфельках, это уже, знаете, как исторический момент, ты прям чувствуешь себя такой вот грациозной, какой-то воздушной, необыкновенной, непередаваемое ощущение. Ну, конечно, хотелось бы вот так вот пройтись с вами, но, к сожалению, в рамках этого проекта у меня не получится, потому что на это действительно уходит много времени, да. Детишки этому учатся годами. Ну и, в принципе, я сегодня на уровне этих детишек. Ну и еще раз попробую все-таки так. Вы меня учили держаться так. И подтягиваем тело. корпусом. Подтягиваем корпус и И наверх. встаем. И Всем своим телом макушечкой наверх. Не давите на пальцы. все. Ну смотрите, прогресс есть. Было 2 секунды, а сейчас уже 5. Великолепный мир. Ну а теперь хочется посмотреть, как выглядит настоящая балетная пачка. И вообще сколько там метров ткани и какими они бывают вообще костюмы в нашей якутской балетной школе. Испытано на себе. Мы находимся в Святая Святых, это костюмерная якутской балетной школы. И, конечно, говорить о костюмах мы можем вечно, но нас сегодня интересует балетная пачка. Выглядит она, дорогие друзья, вот так. Жанна, расскажи, пожалуйста, вообще, сколько метров тюля обычно, ну вот, используется для одной пачки? Для одной пачки используется от 15 до 16 метров Тюли. тюли. Ну да, кто-то назовет ее сеткой, кто-то тюли, да. Хотелось бы показать вам, как выглядит пачка изнутри, да. Вот обратите внимание, за счет чего она у нас стоит так. У нас здесь многослойность, то есть
первый ряд, и он поплотнее, да? Второй ряд, третий ряд, четвертый ряд, и все это потом вот так вот вместе сшивается, да? И за счет этого пачка стоит. А есть ли у нас какое-то ограниченное количество вот этих слоев? Так, ну зависит от стиля пачки, от эпохи пачки, да. Например, вот эта пачка, если ее взять, то она не стоит как таблетка, она немножечко у нас провисает. Вот так, да? Ага. Итак, но самое главное, что, дорогие друзья, для вас, как для зрителя, конечно, пачка это красиво, это определенного рода искусство, да? Вот здесь про дизайн говорить, да? Это все ручная работа обязательно. Это все ручная работа, да. И вот, соответственно, в принципе, все секреты балетной пачки мы раскрыли. Это многослойность, это обязательно вот та самая ткань, да, тюль, причем он идет сначала плотненький, потом потоньше. Но и идея художника, и вот именно благодаря вот всем этим моментам получается красивейшая балетная пачка. А малыши ваши, маленькие ребята, они прям сразу вот надевают такие красивые пачки? Маленькие девочки начинают свое начало с вот таких вот маленьких юбочек, которые напоминают нам пачку. Ну, они на резиночке, да. Резиночки. Совершенно тут примитивно. Здесь нет такой многослойности, да. Все примерно одного, да, одной длины, но зато эффект балерины уже есть, да, появляется у малышей. И это называется как? Это юбочка, называется юбка-пачка. Пачка. Вот такая красота, это для младших классов. Да, а вот в такую красоту уже, наверное, когда ближе, да, к выпускным. Да, в средних классах уже по мере, да, того, что они танцуют, начинают танцевать, они надевают пачки красивые. Вот перед вами исторически самый первый костюм, который называется шопеновка. Мария Тальони, легендарная балерина французская, начала носить такие костюмы. И вот они тоже с тех времен до сих пор остались в романтических балетах. Это какой век у нас? 19 век. 19 век. Но это своего рода тоже пачечка, да, но она такая длинная, да, уже, и не такая прям пышная, да, но это тоже обязательный костюм, да, в любой балетной школе. Жанна, а сколько уходит времени на изготовление вот одной пачки в среднем? В среднем уходит от недели. Мы заказываем готовые уже пачки, а также наши костюмеры шьют. Средняя цена готовой пачки без дизайна стоит от, примерно 10-15 тысяч, а вот уже готовые с такими красивыми, да, узорами стоит 30 тысяч. 30 тысяч рублей одна пачка? Да. Дорогое удовольствие, да? А если говорить о пуантах, вот мы уже поставить на них попробовали, я забыла спросить, а их цена какая примерно? Те, которые мы надевали, американские, стоят 20 тысяч сейчас. Это зависит от доллара, курса доллара. А если взять российского Российские, производства? они, конечно, подешевле, но тоже цена разная, от 5 тысяч начинается. Вот так вот, дорогие друзья. То есть все-таки балет – это дорогой вид искусства, но красота, она того требует, потому что все-таки та грациозность и та изящность, которую вы нам, артисты балета, несете, это, конечно, удивительная вещь. И всегда приятно смотреть не только на красивую балерину, но и, конечно, на красивый внешний вид. Ну а мы движемся далее. Испытано на себе. Ну и, конечно, очень хотелось бы поговорить с учениками Якутской балетной школы. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Это ребята 4 класса, правильно? Да. Давайте представимся и расскажем, откуда вы. Как тебя зовут? Меня зовут Давид, я с Тикси, с Булынской улицы. Оттуда прям приехал. Да? Молодец. Хорошо, дальше. Я отсюда, здесь родился, здесь живу. С Якутска. Как тебя зовут? Костя. Костя. My name is Костя. Хорошо, еще дальше. Меня зовут Виталина, я с Покровской, Хангаласской улицы. Меня зовут Эвелина, и я тут живу. С Якутска. Так, ребят, кто из вас живет в общежитии? Я. То есть вот с Покровской, с Тикси, логично, да? Ну что, как вам жизнь в общежитии? Да, хорошо. Кто вас привел в балет? Вот ты как попал? Жанна Григорьевна. Нашла вас? В Тикси.
А где ты? Ходил по улицам, она вас увидела? Я учился в ТШИ, это Тиксинская детская школа искусств. Мы там танцевали, и один раз туда приехала комиссия, там была Жанна Григорьевна, она проверяла нас, и меня выбрали. Выбрали тебя. Ты как попал в эту школу? Моя мама директор. Мама директор? Понятно, выбора не было, да? Хорошо, а ты как? Я через соцсеть. Да ты что? То есть ты увидела объявление там? Да. И сама захотела, или родители захотели? Нет, моя мама смотрела, такая, смотри, это же такое объявление, такая, вау, я хочу, и потом мы начали отправлять там все такое, и потом сказали, да. Да. Хорошо, а ты как? Я еще до того, как я сюда поступила, я сюда шла на такую студию балеринка, и потом был такой отбор, и меня взяли. То есть ты конкретно к этому шла, старалась и готовилась, и студию посещала, да? Хорошо. Сегодня вот вы учите и английский, и математику, и русский, то есть у вас есть все предметы. И помимо этого, как нам рассказал преподаватель, у вас есть ритмика, танец, классика. В общем, танцуете от души. Да. Гимнастика. И гимнастика еще. Как дается вам? Самый сложный предмет в этой школе? Хорошо, рассказывай. Школьный или танцевальный? Давай и школьный, и танцевальный. Школьный – это оргсе. Понятно. А по танцам ничего. Легко все дается. Пока что. Так, тебе что сложнее дается? Мне сложнее по танцам это учить всякие танцы, а по школьным предметам русский. У меня 4, остальные 5. Молодец. А вот по классическим мне сложно очень классика и всякие там репетиции, а вот по школьным окружающий мир. Окружающий мир, хорошо. У меня тоже по школьному окружающий мир и тоже по балетному классический танец и репетиции. Репетиции. Ребят, а вот вы все-таки понимаете, что в будущем вы станете артистом балета, то есть вы, закончив эту школу, уже получите диплом, Да. сможете работать, можете преподавать, ну и, конечно, самое главное, вы можете попасть в наш главный театр, да? А все-таки вы хотите стать Да. артистом балета? Да. Прям выступать на сцене, да? Да. Прям хотите это, чтобы вам зал овацию давал, да? И мальчики, вы вот так будете прыгать высоко, да, и девочек поддержку делать. Вы прям этого хотите? Да. То есть других вариантов нет, только артист балета. Да. И девочки уже совсем скоро наденете пачки, будете стоять на платах. Уже пробовали? Только на планах, Мы по-моему. примеряли просто. Просто примеряли. И очень хочется, наверное, уже овладеть, да? Да. Здорово. Ну что, ребят, спасибо. А давайте все-таки подытожим нашу беседу, да? И я вот скажу, балет это что? Продолжим. Балет это танцы еще. Балет это Спорт, танцы, спорт, это и балет это Искусство. искусство. Балет это культура. культура, умничка. Балет это Балет – это очень красивое искусство, там, где люди танцуют. танцуют, умнички. Ну что, передавайте всем привет. Мама. Мама, привет. Мама, папа, привет. Еще раз. Ну вот такие у нас ученики Якутской балетной школы, очень жизнерадостные, веселые ребята, которые конкретно идут к своей цели. А цель у них одна – стать артистом. Молодцы, идите на уроки. Пока! До свидания. Испытано на себе. Как мы уже говорили, в вашей школе есть группа ребят, которые живут в общежитии, а есть ребята, которые приходят просто на уроки и, соответственно, живут в городе. Ну и, конечно, обедают, ужинают, завтракают дети в столовой. Вот нам сейчас повезло, мы попали на обеденный перерыв. Дети вот очень заинтересованно, да, смотрят за нами. Давай поговорим о том, чем питаются ваши ученики. То есть следите ли вы за определенной какой-то диетой? За рационом мы следим, и для того, чтобы нам хватало сил и энергии, мы питаемся хорошо. То есть плотный обед обязательно. Мы видим первое, второе, третье, да? А если все-таки говорить о погрешностях таких, да? Шоколад детям разрешаете? Сладкое детям даете? Можно? Можно, Можно. да, но не в таких больших количествах. То есть балуете их Да. иногда. А если вспомнить твой опыт, да? Часто ли ты боролась с лишним весом, придерживалась определенных диет? Было такое? Такое было, но в старших классах, прямо на курсах, из-за того, что переходный возраст начинается,
дети начинают набирать, особенно девочки. И тогда нам приходилось, не только мне, но и многим девочкам приходилось следить за питанием. То есть прям садитесь на жесткие диеты. Ну, не такие жесткие, как пишут в интернете. Да. Суровые такие. Просто ко мне. следили за питанием. Но, а перевес считается, вот, допустим, это уже свыше 50? Да. Свыше 50 уже все. Но за этим следят, конечно, зависит все от роста, да, еще. Но 50 килограмм для балерины это уже много. Много, но если балерина высокого роста, например, 178-180, конечно же, она не может весить 49 или 50. Конечно же, бывают такие исключения. Обратите внимание, дорогие друзья, вот мы вам покажем, как выглядит пища будущих артистов балета. В принципе, из-за того, что организм растущий, должны есть все, да? Да. Но, конечно, это не фастфуд, да, это не жареная картошка, да, это полноценный куриный супчик, это отварной рис, курица, подлива даже есть, ну и, конечно, морковка. В принципе, все достаточно понятно, полезно, вкусно, и я думаю, детям очень нравится. Испытано на себе. Вот такая красивая передача была сегодня снята в Якутской балетной школе. Я благодарю вас, Жанна, спасибо вам большое. Мы восхищаемся вами, вашей проделанной работой, ну и, конечно, вашими воспитанниками. А если вы, дорогие телезрители, желаете отдать свое любимое чадо вот в такой интересный вид искусства, то смело обращайтесь в нашу Якутскую балетную школу, потому что Жанна уже сказала, что набор ведется Круглый год. круглый год. Поэтому, если вдруг 8 лет, 9, 10, 11 лет, пожалуйста, добро пожаловать. Я думаю, если есть к тому желание, а самое главное, есть хорошее тело, гибкость, да, то у вас все получится. Ну или вдруг, глядя на меня, на тетю Дашу, мальчик или девочка скажет: я хочу быть вот таким же красивым артистом балета. Смело звоните, приходите, я думаю, вам обязательно помогут. Спасибо большое, Жанна. И, конечно, еще раз мы говорим о том, что наша республика богата такими талантами, вот как наша Жанна. Увидимся, до новых встреч, всего доброго.